Первое касание – мощная подача через сетку, и мяч летит к сопернику. Настоящий спортивный бой. В первом этапе участвуют команды из Малгобека и Сагапши. Это одни из самых сильных игроков. Пасующий, как дирижер оркестра, решает, кому достанется мяч для следующего удара. Точный прием, мягкая передача пасующему, и команда атакует. От того, насколько точно игрок примет мяч, зависит вся дальнейшая стратегия команды. Победит тот, кто первым наберет 25 очков. За соблюдением правил следит жюри. Мероприятие проходит в память о Мустафе Кациеве. Он был одним из учредителей ночной волейбольной лиги. Сегодня на чемпионате присутствует и отец спортсмена. Он подчеркнул, что каждый мяч и победный момент – это не просто шаг к пьедесталу, но и способ сохранить память о тех, кто посвятил свою жизнь спорту и честной борьбе. Это была первая игра. До конца лета нас ждет еще несколько подобных встреч. Это будет один групповой турнир. Он будет проходить по круговой системе. Участвует 12 команд, каждая будет играть с каждой. И по итогам набранных очков определится победитель. И после этого все первые четыре команды, занявшие первые 4 места, будут играть между собой в плей-офф за призовые места. Волейбол в республике – это настоящая школа дисциплины и командного духа. По словам ветерана волейбола Алихана Хамхоева, этот вид спорта в регионе развивался слабо, но усилиями Федерации волейбола это удалось изменить. Сейчас более-менее так, есть массовость, и я думаю, после массовости будет на определенной степени количество перейдет качество и будет уже уровень выше. Федерация волейбола, мы организовали 2 чемпионата по круговой системе, каждый с каждым, и в 2 круга. 2 раза провели чемпионат, но немножко получился там небольшой перерыв, и сейчас вот усилиями наших нескольких человек, наших ребят, мы сейчас возобновили, сделали так называемую ночную лигу. Те команды, которые уже будут уже в финале участвовать и выиграют это мероприятие, они в дальнейшем будут участвовать на других спортивных мероприятиях, которые будут проходить за пределами нашей республики. Министерство спорта, в свою очередь, будет способствовать этому, и мы будем как можно чаще проводить такие спортивные мероприятия, не обязательно официальные старты. Каждое очко – это результат общей работы, силы духа и спортивной концентрации. Именно за такими моментами на трибунах следят десятки болельщиков, а на площадке рождаются будущие чемпионы. Ну а жюри уже подвели итоги. В первой игре счетом в 2-0 победу одержала команда из Сагапши, во второй – Экажевская. Следующая игра пройдет уже в среду. Амина Зязикова, Мовладгири Ахильгов, Магаз, 24.